Республиканская детская клиническая больница стала победителем конкурса Союза педиатров России «Лучшая медицинская организация педиатрического профиля-2020». Его итоги были объявлены на 23-м Конгрессе педиатров России. РДКБ сегодня – это современное многопрофильное медицинское учреждение 3-го уровня. В составе стационарно 390 коек круглосуточного и 10 коек дневного пребывания, а еще консультативная поликлиника на 250 посещений в день, где оказывается специализированная медпомощь детям не только со всей республики, но и из других регионов России. Елена Кононова продолжит. Андрей Владимирович Кораблев, он сразу после Рошаля стал, детский врач года, тоже союз педиатров, понимаете? Потом у нас медсестра, тоже. Там несколько номинаций вот в этом конкурсе, который проводит союз педиатров. Там номинация «Лучшая медицинская сестра», там участковый врач, хирург, там ревматолог. И вот еще одна награда от Союза педиатров России. На этот раз это победа всей больницы, каждого сотрудника. Республиканская детская клиническая больница стала одной из лучших среди десятков медицинских организаций педиатрического профиля в стране. Внедрение новых технологий диагностики и лечения, положительные результаты по снижению смертности и заболеваемости детей региона. Строгое жюри оценивало РДКБ по всем параметрам. На сегодня мы оказываем медицинскую помощь при самых сложных видах патологий. В частности, это лечение лейкозов у детей, лечение тяжелого нефротического синдрома, нефрогенно-инженерная терапия, муковисцидоза, тяжелой бронхиальной астмы, сложные реконструктивно-пластические операции при патологии мочевыделительной системы, при травмах и врожденной патологии опорно-двигательного аппарата. Ну и, конечно, это выхаживание детишек, родившихся с весом до 1500 грамм. Это хирургия в периоде новорожденности и многие другие виды помощи. Вот в этом самом отделении, благодаря передовым технологиям и стараниям медиков, выхаживают недоношенных детей. Заведующий, врач-неонатолог Андрей Кораблев осматривает новую пациентку, почти дюймовочку, весом чуть больше 600 граммов. Таких малюток за год здесь проходит около 100. Надежда Ирихина из Визинги здесь с сыном, который родился раньше срока, лежит полгода. Сегодня ее малыш уже догнал своих сверстников, готовится к выписке. Все делается оперативно, все делается четко. И я очень много слышала про это отделение. И вот сама убедилась, что здесь действительно работают профессионалы. И они занимают свое место. Еще раз хочу поблагодарить весь медперсонал. Спасибо им большое. Более 10 тысяч детей. Столько юных пациентов ежегодно получают лечение в отделениях Республиканской детской больницы. В год здесь выполняют около 4000 операций. 95% на брюшной полости делаются эндоскопически. Больница оснащена самым современным диагностическим оборудованием. Буквально год назад здесь заработал МРТ. Его ждали уже давно. До этого данное исследование можно было пройти только в Республиканской больнице для взрослых. При этом месяцами ждать своей очереди или ехать в другой регион. Это ведущий метод диагностики патологии головного мозга, спинного мозга. Он не имеет лучевой нагрузки, как компьютерный томограф. Сегодняшний день входит во все стандарты диагностики пациентов с патологией нервной системы, с онкологической патологией, ну и других систем. Благодаря Центру телемедицины, который работает на базе медучреждения, консультацию маленькие пациенты могут получить не только наших экспертов, но и федеральных клиник. А специалисты отделения экстренной выездной консультативной помощи готовы выехать в любой уголок региона к самому тяжелобольному ребенку. При необходимости его могут доставить на борту санавиации в Сыктывкар. С 2014 года в РДКБ налажена работа по реабилитации и паллиативной помощи. Совсем недавно впервые в республике начали применять препараты для лечения редкой патологии – спинально-мышечной атрофии. Одним словом, здесь все сделано для того, чтобы современная медицинская помощь была доступна всему региону. Главный врач Игорь Костышев считает, все, чего достигла больница, благодаря профессионализму сотрудников, каждого в частности. Елена Кононова, Роман Боровиков, телеканал Юрган.